Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане наградили 67 победителей конкурса научных работ среди молодежи. Посольство РФ в Ашхабаде устроило прием в честь Дня России. Банки Туркменистана выпустили более 136 тысяч пластиковых карт за 5 месяцев 2023 года и другие новости. В Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огузхана состоялась церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодежи. Это масштабное мероприятие, ежегодно проводимое по случаю Дня науки, организовано совместно с Академией наук Туркменистана и Центральным советом молодежной организации имени Махтум Кули. В конкурсе приняли участие сотрудники научно-исследовательских институтов, ведомственных учреждений и производственных объединений Туркменистана, преподаватели и студенты вузов, учащиеся средних профессиональных учебных заведений, а также молодежь различных профессий, проявляющая интерес к научной работе. Из большого количества заявок, зарегистрированных на конкурс, выиграли 67 научных работ. В посольстве Российской Федерации в Ашхабаде 12 июня состоялся прием по случаю национального праздника Дня России. Открывая прием, чрезвычайный полномочный посол России в Туркменистане Иван Волынкин поблагодарил руководство Туркменистана за бережное отношение к русскому языку. Дипломат отметил, что Россия высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, его ориентирование на претворение в жизнь конструктивных инициатив, на достижение компромисса и развитие сотрудничества между странами. Как заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухамед Аманнепесов, в отношениях двух стран отмечается высокий уровень сотрудничества во всех сферах. На приеме присутствовали видные представители деловых и общественных кругов, научного и культурного сообщества, СМИ, послы и военные атташе иностранных государств, а также российские соотечественники. По состоянию на начало июня 2023 года количество выпущенных в Туркменистане банковских карт за первые 5 месяцев этого года составило 136 959 единиц. Лидер рынка по количеству активных банковских карт Дайхан Банк на втором месте, по этому показателю Банк Туркменистан, на третьем Халк-банк. В Ашхабаде в рамках недели российского кино и анимации состоялся премьерный показ фильма «Чебурашка». Публике пришлось по вкусу картина режиссера Дмитрия Дьяченко. Премьера собрала полный зал. Актер в костюме Чебурашки встречал посетителей в фойе кинотеатра «Беркарар». Сказочный ушастый герой раздавал детям апельсины, общался и делал совместные фото. Напомним, Дни российского кино и анимации под брендом Russian Film Festival открылись в Туркменистане 9 июня. В столичных кинотеатрах Ашхабад и Беркарар показ продлится до 14 июня. Приглашение на показы можно получить свободно в кассах кинотеатров. Бывший премьер-министр Италии и экс-президент футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. Лидер партии «Форза Италия» вернулся в Сан-Рафаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии, развившейся пневмонии. Государственные похороны Берлускони пройдут 14 июня в Миланском соборе. Глубокие соболезнования президенту Итальянской республики Серджио Маттарелли в связи с кончиной Сильвио Берлускони выразил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В космическую компанию SpaceX наняли 14-летнего Кайрана Квази на позицию инженера-программиста. Уточняется, что подросток окончил инженерную школу университета Санта-Клары, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения. Во время учебы он активно участвовал в студенческом самоуправлении и выступал в роли репетитора для других студентов. В Кубке Федерации футбола Туркменистана завершились все матчи 4-го тура. Алтынасыр обыграл «Энергетик», набрал 12 очков и стал единоличным лидером. На втором месте в таблице Мерв, на третьем Ахал. На 4-й строчке закрепился Шагадам. В заключительном 5-м туре Кубка Федерации футбола Туркменистана, матчи которого пройдут 14 июня, Мерв и Алтынасыр определят судьбу золотых медалей, а Шагадам и Ахал проведут матч за 3-е место. Стало известно, когда Полина Гурьева выйдет на помост Гран-при Гаваны по тяжелой атлетике. Напомним, в эти дни в столице Кубы проходит Олимпийский квалификационный турнир по тяжелой атлетике. В категории до 81 килограммов у женщин в группе «Б» выступает серебряный призер игр 2020 года, в категории до 59 килограммов Полина Гурьева, которая вошла в историю Туркменистана, завоевав для страны первую и пока единственную олимпийскую награду. Соревновательный день с участием Полины Гурьевой пройдет 15 июня. Килиан Мбаппе отказался от продления контракта с французским клубом ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года.
Контракт французского форварда с ПСЖ, который истекает в конце сезона 2023-2024 года, предусматривает опцию продления еще на один сезон. Но Мбаппе направил письмо руководству ПСЖ, в котором уведомил клуб о нежелании воспользоваться этой опцией. Килиану 24 года, он выступает за парижский клуб с 2018 года. В составе команды Мбаппе стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебро на турнире 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с 8 голами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.